Уф, апрель выдался жарким. И не только на погоду, но и на события, произошедшие в Казахстане. Нас всех нехило так встряхнуло, согласитесь, уважаемые соотечественники. Мы все поняли и выяснили, кто есть кто и кто на чьей стороне. Если вы еще не понимаете, о чем я, не волнуйтесь, сейчас все объясню. Я для вас такой выпуск подготовила. И это не просто ежемесячный обзор новостей. Это как будто тик-ток, политическая драма и стендап-откровения в одном флаконе. Так что устраивайтесь поудобнее, включите вентилятор и держитесь за стул. Потому что дальше будет не просто жарко, будет так горячо, что может поплавиться даже ваше чувство политической апатии. Ну, поехали. Главный герой месяца Шакинти, актер Серик Шарип, или Шарип Серик, вы сами разобрались, кто именно из них ударил девушку. Вот я лично постоянно путаюсь, как правильно. Но интернет все помнит. Если у нас в стране органы и суды работают, мягко говоря, паршиво, то трэчане, тиктокеры, инстаграмеры такой самосуд вам устроят, что мама не горюй. Короче, в сети разнесли прецедент быстрее, чем полиция протокол оформила. Актера начали отменять. Потом под белые рученьки на 5 суток захлопнули. Казалось бы, логичное завершение эпизода. Но тут на сцену выкатился Алишер Еликбаев. Наш местный Говард Стерн без чувства меры позвал в эфир пощечника объясниться. Мол, пусть расскажет свою сторону. Сторону чего, простите? Насилия? Теперь у ударов по лицу есть версия защиты? Интервью как промо-ролик для тех, кто хочет поддать, но боится осуждения. А тут как бы уже прецедент. Я же объяснился. В следующий раз у нас, видимо, будут интервью с грабителями по типу «я не хотел, просто у него был iPhone». А потом и с коррупционерами, мол, деньги сами в портфель запрыгнули. Но эта пощечина, казалось бы, мелкая, дала такой эффект домино, что сам Тарковский бы позавидовал. Ударил женщину, раскачал нацию. Потому что вслед за ним отменять начали Magnum. Это те самые супермаркеты, которые есть возле дома каждого, по крайней мере, алматинца. А за что? За то, что они уволили сотрудника, который сказал Казахша Суйле. Не в Париже, не в Пекине, а в Казахстане. В компании с казахским названием, в городе с казахским населением. В 2025 году за Казахша Суйле билет на выход. И после этого уже интернетный челлендж пошел по-настоящему в массы. Общество взорвалось. Отмена Магнума шла так мощно, что компания начала извиняться быстрее, чем успела дописать пресс-релиз. А чтобы совсем уж загладить вину, в приложении Магнума появились уведомления на казахском. Да-да, те самые автоматические пуш-сообщения, которые раньше были исключительно на русском. Вот вам и культурный сдвиг. Одна пощечина и по цепочке. Актер, интервью, массовая отмена, корпоративная паника и, наконец-то, уважение к казахскому языку. Видимо, только через скандал и боль у нас доходит, что родной язык – это не фетиш, а норма. В общем, травли и шумихи в интернете развелось столько, что тут даже сам президент не прошел мимо. Господин Токаев вышел в свет и сказал: никто никому не должен указывать, на каком языке говорить. Но кому он это сказал? Магнуму? Парню, что уволили? Народу, что обиделся? Пока все гадают, кому же президент посвятил этот словесный реквием, страна делится на два лагеря. Одни хотят говорить на родном, другие, чтобы им не мешали игнорировать его. Как говорится, двуязычие – это когда конфликт и согласие звучат одинаково. Вы поняли. Едем дальше. Суд над тем самым дедушкой из аэропорта, который решил поиграть в захват заложников «Моя профессия». В суде он сказал: «Я хотел, чтобы меня услышали». И знаете, мы его услышали. Даже слишком хорошо. Вот только почему-то он не пошел в блогеры или журналисты, а сразу в террористы. А теперь тюремный срок, тонны вопросов к охране аэропорта. И, конечно, у нас же, как всегда, есть герой этой истории. Вот почему-то это обычный человек в гражданском, Мусаб Драим, который заложницу спас. Только почему и где в этот момент прохлаждалась наша доблестная полиция? На лавке погоны потирала? Ей-богу, покажите, в каких учреждениях таких обучают, хоть будем знать и иметь в виду, куда своих детей не отправлять. Раз уж мы затронули Фемиду, то прокатимся еще по нескольким громким делам, имевшим место в минувшем месяце. Например, Тимирлан Янсибек. Суд вынес приговор автору сатирического паблика, который пытался шутить о стране, где шутки воспринимаются как угроза национальной безопасности. Итог – 5 лет ограничения свободы и запрет на деятельность. Молчи, не дыши, в сторону клавиатуры не смотри. В суде молодой человек вину не признал. Да из чего бы? Единственное его преступление – сарказм в формате JPEG.
Но, видимо, в Казахстане сатира считается экстремизмом, а мем – оружием массового поражения. Суд, к слову, то переносили, то судью меняли, то вдруг решили не онлайн провести заседание, а офлайн. Amnesty International и Human Rights Watch рвали на себе пресс-релизы. Но разве наш суд интересуется какими-то там Amnesty? У нас все серьезно. Пошутил – получи 5-летку. Не в лагере, правда, но с кляпом и без права на творчество. Открытый суд номер 2 в истории страны. Первый по Бишимбаеву, второй по делу Шарзата Полата, где на скамье подсудимых аж 9 человек. Мы что, к демократии движемся? Или просто снова шоу решили устроить? Камеры, открытые слушания, все чин по чину, только ощущение, что в зале суда сидят не юристы, а режиссеры прямых эфиров. Ну ладно, что это я палку перегибаю, да? Хорошо же, в Казахстане такие серьезные судебные заседания проходят в онлайн-режиме, за которым может наблюдать абсолютно каждый желающий. А то я на своем веку, знаете, повидала, как журналистов порой и на пушечный выстрел не подпускают к дверям. Закрытые слушания и все тут, хоть убей. А тут вот на тебе, все, кому не лень, могут присутствовать. Неужели Казахстан становится транспарентным? Ха-ха. Да ну не смешите, это просто новый сезон сериала, мы сделали вид, что меняемся. А теперь реальность. В нашей стране по всей строгости закона наказываются и преследуются только активисты и правозащитники. Одного уже закатали в 5 лет ограничения за сатиру, следующая – Дина Тансари. Та самая Дина, которая первой в стране начала системно защищать женщин от насильников. Та, кто не боялась называть имена, выводить подонков на свет и разрывать молчание. И на этого человека в Казахстане заведено 6 уголовных дел. Женщина вынуждена была бежать за пределы страны в Черногорию, но ее нашли и задержали по запросу Интерпола. Ну а что вы хотели? У нас тех, кто бьет женщин, зовут на интервью, а тех, кто защищает, ловят по всему миру как террористов. Через ночь после задержания Дины Тансари в Черногории состоялся суд, где решено было отпустить казахстанку. Экстрадировать отказались, не предали. Но сам факт того, что ей пришлось это пройти, диагноз нашему режиму. Но мы продолжаем верить в лучшее. Что еще случилось в апреле? Зама Кима Шимкента Руслана Берденова обстреляли. Не в кино, не в GTA, а в реальной жизни. И это не просто тревожный звоночек, это колокол из 90-х. Если уж в чиновников теперь в открытую стреляют, нам, простым смертным, что делать? Где вы, господа полицейские, которые по 2 дня ищут потерянный AirPods? Неужели даже своим не можете обеспечить должную безопасность? Уф, давайте закончим уже с этим криминалом. Что там по НДС? Правительство пришло к компромиссу. Как говорится, когда долго думается, что-нибудь обязательно придумается. Вот вам окончательный вердикт. НДС будет равен 16% с прошлых 12%. Порог по НДС определили в размере 40 миллионов тенге. Это плод компромисса, которого мы достигли. Наконец-то выдохнули депутаты. А еще же Мангарин заявил, что в Казахстане ужесточат открытие новых ИП. Соответствующие нормы уже подготовлены. Вот так сюрприз. А бизнес такой: спасибо, ребят, теперь мы точно не выживем. А государство в ответ: мы все делаем ради вас. И только инфляция, как старая подружка, снова приходит в гости без приглашения. Но государство наше печется не только о бизнесменах, но и о декретницах. 8 апреля мамочки в декрете почувствовали, что о них вспомнили, но не то чтобы помочь. Суммы сократили, условия ужесточили, теперь рожать еще и финансовый экстрим. За одного ребенка у нас в стране матери и так получают смешные 22 тысячи тенге в месяц. Ну, может, на пачку подгузников на неделю хватит, разве что. Но и это еще не все. При выходе на работу во время отпуска по уходу за ребенком выплаты и вовсе прекращаются. Не создается ли у вас впечатление, что за системное унижение женщин у нас в стране выдают тайные поощрения? Может, мы просто не знаем, где проходит вручение этих государственных премий, как бы за успешную адаптацию к патриархальному стандарту. Давайте уже заканчивать, а то мракобесию конца края нет. Сейчас только быстренько сообщу вам, что Дональд Трамп нынче немало шума наделал. Новые тарифы, торговые ограничения и бах! Доллар в Казахстане скачет, нефть падает, а в чатах паника. Токаев срочно собирает совещание, обещает держать курс под контролем. Ну а мы держим курс на гречку, сахар и доллары по старой памяти. Потому что когда у Трампа чешется,
у нас начинается лихорадка. Ну и напоследок, как обычно, самое сладкое. Астана, да и весь Казахстан в ажиотаже и предвкушении концерта Дженнифер Лопес. Только вот одно но. Желающих туда попасть было столько, что билеты не смогли купить даже в первые секунды. Сотни и тысячи людей. Сайт завис, а через пару минут выдал sold out. Но вот Аида Балаева, министр культуры, билет купить смогла. Уж не знаю как, видимо, счет шел на миллисекунды, и она просто была первее вас. Эх, вы мои неудачники. Вы уж извините, но пока вы, обычные казахстанцы, дрались с глючным сайтом, билеты чудесным образом распродались где-то в параллельном измерении, наверное. Но главное, у министра все в порядке, значит, праздник удался. Для кого надо. На этой замечательной ноте я заканчиваю свой выпуск. Вот таким был апрель, с пощечинами, судами, увольнениями за родную речь и концертами, куда простым людям лучше не соваться. Ну а мы с вами увидимся через месяц. Подписывайтесь, ставьте лайк и не забывайте, мы живем в стране, где реальность пишет сценарии лучше любого стендапера.